ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Мы продолжаем рассказывать о проблемах людей с ограниченными возможностями. Этот сюжет, как и предыдущий, посвятили маломобильным детям. Знакомьтесь, это Полина, ей 4 года, и она не может ходить. Ее маме приходится спускать девочку весом в 20 килограмм на руках со 2-го этажа. Ни пандуса, ни откидной аппарели, которая пригодилась бы другим мамам с колясками и не помешала бы остальным в подъезде семьи Поповых, нет. Поэтому коляску оставляют на 1-м этаже. Мама Наталья обратилась в администрацию с просьбой решить этот вопрос. А ответ пришел у нас 9 июня. Вот, то есть, хотя я писала еще по зиме заявление, вот ответ пришел с отказом об установке пандуса, что нет технической возможности оснастить до нашей квартиры пандусом. Мол, у нас коляска сильно широкая, и при разворотах она там не впишется. Вот. Я не против. Не можете пандус, покупайте ступенькоход. Наталья сетует, пути решения есть всегда, только кому оно надо, кроме семей, в которых есть колясочники. Полина растет очень активной. Запереть этот сгусток энергии дома просто несправедливо по отношению к ребенку. На улицу охота и 12-летнему Кириллу. Еще 2 года назад мальчик бегал с другими ребятами. Теперь он прикован к креслу. Оно, кстати, с электронным приводом. Фактически мальчишке даже не требуется посторонняя помощь, чтобы передвигаться во дворе, если бы не эти злосчастные ступеньки в подъезде и на крыльце. Вы обращались в ЖУ, то есть они мне дали ответ, то есть возле подъезда они не против поставить. Но в подъезде они сказали, что либо на жильцов раскидывайте, либо за свой счет. Ну, а потом обращались в администрацию города Ухты. Пока ответа не последовало, вот ждем. Но, скорее всего, надо подавать в суд. До апреля проблема так остро не стояла, ездили на старой легкой коляске, но новая весит больше 66 килограмм, сам Кирилл 50. Этот вес даже папе мальчика не поднять, приходится или звать на помощь, или выносить сына и его трон по отдельности. Естественно, мама этого сделать не может, поэтому приходится 12-летнему Кириллу гулять через день. Но родители верят, ситуация может поменяться, им уже звонили из Ухтинского реабилитационного отделения для детей-инвалидов, обновляли списки колясочников. Изменит ли это реально положение дел, узнаем в сентябре. Тогда мы вернемся к этой теме.